В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. В прошлом году правительством Абхазии был разработан и введен бланк строгой отчетности «Билет». Проект единого билета предполагает посещение туристами объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, музеев. И это удобно для туристов. Но основная цель единого билета – увеличить доходы в казну. Удалось ли ужесточить контроль за налично-денежным обращением государственных туристических объектов? Об этом мы поговорим немного позже. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. Эрик Хашба с обзором. О возврате банковских кредитов, а также ситуации, сложившейся в Гаграбанке, говорилось 29 марта на совещании у президента. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в прошлом году удалось вернуть более 600 миллионов рублей задолженности по кредитам и судам. В этом году нужно принять жесткие меры и добиться возврата оставшихся кредитных денег. Председатель Национального банка Беслан Барателя проинформировал президента о ситуации в банковской системе и о мерах, предпринимаемых банком по возврату кредитных средств. Он подчеркнул, что без помощи правоохранительных органов Нацбанк в Абхазии самостоятельно не справится. Председатель правления Гаграбанка Самур Аргун сообщил участникам совещания, что из-за невозврата больших кредитов в банке сложилась непростая ситуация. По его информации, сумма невозвращенных кредитов, выданных Гаграбанком и накопленных по ним процентов, достигает 600 миллионов рублей. Президент поручил генеральному прокурору Абхазии проконтролировать расследование фактов невозврата крупных и особо крупных кредитов. Итогом участия Абхазии в 23-й Московской международной выставке «Путешествия и туризм» посвящалась встреча президента с руководством Министерства по курортам и туризму. Абхазия завоевала на этой выставке кубок «Яркий дебют». Глава государства положительно оценил участие Министерства по курортам и туризму в международной выставке. Необходимо повышать уровень сервиса в туристической сфере, а также развивать перспективные направления экологического, религиозного, бальнеологического и историко-культурного туризма, подчеркнул глава государства. Генеральный прокурор Алексей Ломи отменил постановление Следственного управления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту сноса памятника архитектуры в Гудауте. По мнению генпрокурора, следствию предстоит установить, знал ли владелец информацию о том, что принадлежавшее ему здание является памятником архитектуры. Следствию также предстоит дать правовую оценку бездействиям должностных лиц органов местной администрации ввиду нарушения ими требований сохранения или использования объекта культурного наследия. Ход расследования по данному делу взят под личный контроль генерального прокурора. Напомним, ранее Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия решило обжаловать в суде постановление о прекращении уголовного дела по факту сноса исторического здания. В Абхазии появилась еще одна республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия», объединившая молодых людей. В ее активе 32 человека. Молодежь должна участвовать в политической жизни страны, влиять на политические процессы, а ее голос услышан, говорилось на презентации организации. 29 марта в Абхазском государственном университете стартовал новый образовательный проект программы развития ООН, в рамках которого будут проведены несколько интерактивных презентаций для студентов на разные темы. При выступлении докладчика будут использоваться современные технологии и ведение интерактивной беседы с аудиторией. Автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба стал первым участником проекта. Он рассказал о проведенных экспедициях в горах Абхазии. 31 марта в Сухуми между Министерством экономики Республики и российским торговым онлайн-ресурсом «Макрономика» подписано соглашение, которое дает возможность всем коммерческим компаниям Абхазии получить доступ к международной торговле в режиме реального времени. Онлайн-платформа «Макрономика» объединяет 9 миллионов российских компаний. С ее помощью российские производители осуществляют экспорт товаров и находят поставщиков сырья по всему миру. Сотрудничество с «Макрономикой» поможет абхазскому товаропроизводителю представлять свою продукцию на российском рынке и реализовывать ее, минуя посредников. 30 марта в Сухумском доме детского творчества «Айнар» прошла итоговая выставка российско-абхазского конкурса пленэра по рисунку, живописи и натурному рисованию. Пленэр проводился в рамках 6-го всероссийского конкурса традиции. В нем принимали участие около 80 учащихся художественных школ и училищ России и Абхазии. Для совместной экспозиции было отобрано более 90 работ. Гран-при конкурса было присуждено Анне Клименковой из Липецка. Запрет на аборты в Абхазии утвержден. Президент Рауль Хаджимба подписал конституционный закон о поправке к Конституции Абхазии о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. Закон был принят парламентом 21 марта 2016 года. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, указом президента медалью за отвагу награждено 187 человек, в том числе 24 посмертно.
С 1 апреля 2016 года в Абхазии вступил в силу визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках. В Абхазию без визы смогут въезжать только россияне, граждане Никарагуа, Тувалу, а также еще 2 государств – Приднестровья и Южной Осетии. Чтобы получить визу, нужно заполнить анкету онлайн на сайте МИДа, получить разрешение на въезд и по приезде оформить визу в консульской службе в Сухуми. В ближайшие 2 недели на госгранице по реке Псов откроется круглосуточный пункт выдачи виз. Кабинетом министров утверждена целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2016 год, подготовленная Министерством экономики. В числе приоритетных направлений программы расширение действующих производств, организация экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, туристическая отрасль. Кредитование торговой сферы в рамках этой программы не предусматривается. На реализацию программы выделено из бюджета 300 миллионов рублей. Государство профинансирует и другую программу по поддержке научных исследований молодых ученых, проводимых в научных учреждениях, подведомственных Академий наук Абхазии. Гранты будут выделены тем научным работникам и молодым ученым, которые прошли конкурсный отбор. Программа рассчитана на 2 года. Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзинбе в пятницу обсудил с главой миссии МККК в Абхазии Мауро Моравиту ход реализации программы по идентификации останков погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Президент Рауль Хаджимов встретился с руководством Ассоциации предпринимателей Абхазии и представителями бизнеса. Обсуждались этапы реализации налоговой реформы, исполнение закона о налоге на добавленную стоимость, совершенствование налогового администрирования и оптимизация системы налогообложения. Предприниматели вновь призвали власть снизить процентную ставку ввозного НДС с 10 до 3%. Президент подчеркнул, налоговые реформы будут продолжаться, а государство будет поддерживать и развивать предпринимательство, в том числе путем кредитования и субсидирования процентной ставки по кредитам. В прямом эфире абхазского телевидения в пятницу телезрители наблюдали за ходом жеребьевки чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА. Сама жеребьевка прошла в Швеции. Вел ее президент Канифа Пер Андерс Блин с представителями Абхазии, Италии и Японии. Участники чемпионата мира по футболу разбиты на 4 группы. В каждой из них будут играть по 3 команды. По итогам жеребьевки сборная Абхазии сыграет в группе А вместе с командами из Западной Армении и островом Чагас. Чемпионат мира по футболу под эгидой Канифа стартует 28 мая. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас мы поговорим о механизмах контроля за финансовой деятельностью государственных туристических объектов. Эффективны ли они? В нашей студии министр финансов Амра Кварандия. Здравствуйте, Амра Андреевна. Здравствуйте, Елена. Амра Андреевна, Министерство финансов реализует ряд реформ финансовой системы. О чем идет речь? Расскажите поподробнее. Сегодня мы стоим в центре реформ финансовой системы, бюджетного учета и процесса. И реализуем мы 2 большие реформы, и остальная работа у нас связана с совершенствованием учетных процессов. Но в первую очередь это уже всем давно известно. Первая реформа – это переход от банковской системы исполнения бюджета к казначейской системе исполнения бюджета. Пилотный проект уже запущен, вполне успешно он работает. И с 1 июля у нас будет полномасштабный переход на казначейскую систему исполнения бюджета. Об этом много говорили, поэтому останавливаться на этом не буду. Хотела бы, чтобы вы уточнили, какое количество учреждений перешло на казначейскую систему. У нас переход является поэтапным, и каждый месяц добавляется все новое и новое количество распорядителей средств бюджетополучателей, которые переходят на казначейскую систему исполнения бюджета. И к концу апреля планируется порядка 20-25 перевести уже на эту систему. Для нас это пока сложно. Работает целая команда, которая занимается консультированием по вопросам перехода казначейской системы исполнения бюджета. Но поскольку это идет пока еще в ручном режиме, а не в автоматическом процессе, поэтому мы небольшими количествами бюджетополучателей переводим на эту систему. Еще раз, полномасштабно мы перейдем уже с 1 июля 2016 года. Параллельно у нас идет реформа бюджетного учета. Это тоже очень сложный процесс. Эту реформу мы уже запустили, мы уже находимся. Существует разработанный план-график, мы уже перешли на 3-й этап реализации
этого процесса. И тоже с 1 июля мы планируем перейти на новый бюджетный учет. Он совершенно другой, у него и модель, и логика построения совершенно другая. И это нужно в сознании бухгалтера все перевернуть. Очень успешно были проведены семинары, которые организовало Министерство финансов с привлечением российских коллег. Вот буквально в пятницу они закончились и шли всю эту неделю. А продолжаться будут семинары в мае и июне. Подготовлен огромный пакет нормативной документации по переходу на новый бюджетный учет. И он также будет сопровождаться автоматизацией процессов. Только вот процесс автоматизации у нас внедряться будет с сентября. Ну и до конца года мы думаем, что мы эти процессы по уже внедрению будем завершать. Еще очень важный проект, который также в Министерстве финансов участвует в реализации совместно с Национальным банком, это зарплатный проект, переход на карточную систему обслуживания заработной платы. Более 50 бюджетополучателей уже находятся на обслуживании по банковским карточкам. Но с 1 июля, я думаю, что мы захватим порядка 80%, а к концу года мы полностью всю систему, которая обслуживается за счет республиканского бюджета, переведем на банковские карты. Еще один важный проект, он связан с тем, что все учетные процессы все-таки должны быть централизованы. Это контроль за оборотом бланков строгой отчетности возложен на Министерство финансов, и в рамках этого это и акцизные марки, и билеты на культурно-массовые мероприятия, и посещение культурных объектов. Также реализуется этот проект через Министерство финансов. Вы сейчас упомянули о бланке строгой отчетности «Билет». Проект единого билета предполагает посещение туристами объектов историко-культурного наследия, музеев и других государственных туристических объектов. Понятно, это сделано для удобства туристов. Но, насколько я понимаю, основная цель введения единого билета – это контроль за финансовой дисциплиной этих государственных туристических объектов. Скажите, удачен ли этот проект? Он был введен, насколько я помню, осенью прошлого года. Удачен ли этот проект? Оправдал ли он себя? Вы можете привести цифры? Основная задача и цель, которую мы преследовали, во-первых, иметь единый бланк билета на территории Абхазии. Каждый объект самостоятельно реализовывает билеты, поэтому билету только на один объект можно попасть, не на все сразу объекты. Сама форма единая билета. Важно, что этот билет является бланком строгой отчетности, и контроль за использованием этого бланка строгой отчетности ведет Министерство финансов. Ну и проект был успешно реализован прежде всего благодаря администрации тех объектов, которые реализуют эти билеты, в первую очередь благодаря им. И немаловажную роль сыграли и централизация учетных процессов, безусловно. Если на цифрах говорить, они передо мной лежат, у нас реализация самого этого проекта началась, вот первые билеты, которые мы дали на реализацию, это 4 августа 2015 года. Если мы будем смотреть по цифрам, по объектам, у нас увеличение самое большое показал государственный концертный зал Пинсумского храма. Увеличение в абсолютных единицах, в рублях, составило в 2 раза. Если раньше реализация была 5 миллионов 823, то есть вот в 2013 году приведу цифры 6,5 миллионов, в 2014 году 5,8 миллионов, то уже в 2015 году 11,5 миллионов. При этом я обращу внимание, что стоимость билетов не менялась. То есть увеличился объем реализованных билетов. При этом тенденция 2013 по сравнению с 2014 годом на снижение шла. А в 2014 по сравнению с 2015 годом увеличение в 2 раза. Получается, работа этого объекта стала более прозрачнее? Работа этого объекта стала, во-первых, благодаря билету видна Министерству финансов. В первую очередь мы контролируем, сколько билетов выдано и сколько реализовано билетов. Это в первую очередь. Но это, я все-таки хочу сказать, здесь немаловажна роль руководства этих организаций.
безусловно, их работа, в общем, отражается на этих результатах. По Новоафонской пещере 60% увеличения, если говорить в рублях, это плюсом 71 миллион по сравнению с 2014 годом. То есть в 2015 году реализация была на 60% больше. И везде положительные тенденции. Если посмотреть по заповеднику Анакопия Новоафонского историко-культурный заповедник, там 85% рост. То есть рост существенный. В показателях эти цифры на самом деле показывают существенный рост. Амра Андреевна, как вы считаете, достаточно ли вот эти механизмы контроля за финансовой дисциплиной этих государственных туристических объектов? Планирует ли правительство установку турникетов, да, которые бы контролировали реальное количество посещения туристами этих объектов? Вы знаете, здесь нужно говорить, что сам процесс учета не до конца устраивает само Министерство финансов, потому что он ведется в ручном режиме. Сегодня мы все-таки не должны отставать от тех международных процессов, которые происходят, и все-таки нужно вести автоматизированный учет. Чтобы исключить человеческий фактор. Чтобы исключить, безусловно, человеческий фактор, это оптимизирует и финансовые потоки, более прозрачными, безусловно, сделают системы. Для работы самих объектов это тоже упростит их работу, будет возможность получать оперативную информацию различного рода. Безусловно, это существенное облегчение для Министерства финансов, которое в режиме онлайн может прослеживать порядок реализации билетов. Мы работали над проектом по автоматизации билетного учета. Уже подготовлена конкурсная документация. Суть этого заключается в том, что билеты могут приобретаться и учитываться в режиме онлайн. Это реализуется с помощью термопечати билетов. Билеты продаются на объекте, тут же информация о том, что билет продан, уходит в систему, и билеты штрих-кодируются, устанавливаются турникеты. Когда проходит человек с этим билетом, по штрих-коду считывается информация, и в системе автоматически этот билет закрывается. Важно, что сопровождением всего этого будет и интернет продажи билетов. Это и удобно для туристов? Это удобно для туристов, потому что им не нужно стоять в очередях, они могут заранее спланировать посещение тех или иных объектов. Кроме того, мы планируем, что будут информационные табло, которые будут фиксировать информацию тоже в режиме онлайн о количестве проданных билетов и оставшихся билетов на сеанс. То есть им напрасно простаивать в очереди не нужно будет. То есть это удобно абсолютно всем, кто участвует в этой системе. Скажите, вот этот замечательный проект, он коснется все объекты туристические, государственные? Ну, безусловно, будет сперва пилотный проект. Я думаю, что в этом году все-таки нам удастся его реализовать. И в зависимости от того, как он отработает, мы потом уже будем думать об автоматизации всех остальных объектов. Но, безусловно, это удовольствие не дешевое. Сколько потребуется из бюджета выделить на этот проект? И где вы начнете апробировать его? Ну, сейчас пока не будем говорить, где мы начнем его апробировать, как появится конкурс, как будет объявлен, будет понятно это все. Но стоимость проекта по нашим подсчетам примерно 8-9 миллионов. Но это за один сезон, безусловно, оправдает себя. Хочу сказать и по объекту Новоафонская пещера, и по Рицинскому заповеднику. То есть мы говорили, что существенно повышен объем реализации билетов и поступления по этим объектам. Это важно не только для самих этих объектов, которые могут развиваться на эти дополнительные ресурсы. Это важно и для Гудаутского района, который с 2015 года получает отчисления от суммы реализации билетов. В конечном итоге за счет этих средств Гудаутский район смог провести различные дополнительные коммунальные работы, в том числе по освещению территории. Были закуплены трубы водопроводные, порядка, если я не ошибаюсь, 60 километров, и около 1800 семей получило воду наконец. У нас нет задолженности в размере доплат к заработной плате в социальной сфере. С какого года вы планируете уже реализовать этот проект?
А пилотный проект, мы надеемся, что можно будет реализовать с 2016 года, но это где-то будет, наверное, июль-август. Недавно правительство объявило конкурс на право заключения договора в 2016 году на изготовление и распространение акцизных марок и установку системы контроля за оборотом алкогольной и табачной продукции. О чем идет речь? Расскажите поподробнее об этом. Работали мы над этим проектом тоже последние полгода очень активно. Почему вообще потребность возникла в реализации такого проекта? А самое главное, то, что он позволяет автоматизировать также все эти учетные процессы по обороту акцизных марок. В первую очередь мы работали над этим проектом, потому что на сегодняшний день то, как сегодня работает выдача и реализация акцизных марок, Министерство финансов не может дать информацию о том, какая связь между количеством реализованных акцизных марок и объеме поступления акцизов в бюджет. Сегодня этой связи не существует, потому что учетные процессы, которые налажены, не позволяют получать эту информацию. Мы, к сожалению, сегодня имеем информацию только по реализации билетов тем контролирующим органам, которые дальше распространяют им, производителям и импортерам эту продукцию. То есть у нас учет ведется до отгрузки акцизных марок таможенным и налоговым органам. А дальше обратного процесса информация о том, сколько реализовала таможенный и налоговый орган производителям, импортерам и дальше потребители сколько, купили алкогольной и табачной продукции. Этой информацией, к сожалению, Министерство финансов не обладает, поэтому встречной проверки по объемам платежа в бюджет по акцизу не обладает. Конкурс, который был объявлен, он рассчитан на то, что акцизная марка, во-первых, она будет, уровень защиты ее будет выше, это первое. Второе, каждый потребитель, контролирующий орган, может проверить легитимность акцизной марки. Опять-таки, используя веб-каналы, можно будет со штрих-кода завести информацию и получить данные о том, есть эта акцизная марка в системе или нет. Если акцизной марки в системе нет, это означает, что такую акцизную марку Министерство финансов не приобретало и не выдавало на реализацию. После того, как эта реформа финансовой системы удачно будет реализована, какие результаты вы ждете? Просчитать эти результаты крайне сложно, безусловно. Сложно вообще, потому что на самом деле экономика ведь очень подвижный механизм, и очень многое зависит, то есть влиять на этот процесс могут различные экономические факторы, в том числе возникновение новых производителей, новых импортеров, может и увеличение, если потока туристов будет, то и потребителей больше будет. Поэтому однозначно говорить невозможно, но минимум, на мой взгляд, это повысить на прозрачность системы на 50-70%, и это мы, безусловно, увидим в доходной части бюджета. Вообще, в принципе, мы в своей работе очень позитивно настроены, безусловно, на успех. Работает большая команда в Министерстве финансов. Это молодые люди, возраст которых от 25 до 35 лет, с определенными амбициями, желаниями сделать то дело и те проекты, которые мы реализуем. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Амра Андреевна, на такой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо, что пришли в студию и рассказали подробно о ваших планах по реформированию финансовой системы. Спасибо вам огромное и удачи. Спасибо большое, Елена. Единственное, что я забыла сказать, поскольку у нас сегодня размещена конкурсная документация на сайте Кабинета министров, мы всех по акцизным маркам, мы всех приглашаем к участию в этом конкурсе. Спасибо. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в нашей студии была министр финансов Амра Кварандзе. Мы продолжаем выпуск. Завершился официальный визит премьер-министра Абхазии Артура Миквабе в Российскую Федерацию. Цель поездки – обсуждение реализации российской инвестиционной программы и подготовка к предстоящему 29 апреля заседанию межправительственной комиссии. В столице России Артур Миквабе встретился с руководителями ряда российских министерств и ведомств. Мы поехали, уточняли
наши действия после встречи президента Российской Федерации господином Путиным и нашим президентом Раулем Жумаковичем Хаджиба на все поставленные вопросы, ответы, как и тот раз, даны положительные, и они все в работе. Действительно, 29 апреля текущего года здесь состоится межправкомиссия, где все, что мы там обсуждали, будет подписано. Подводя итоги того, что я сказал, думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Еще раз подтвердили наши партнеры, что взятые все обязательства будут выполняться. Это как и вопросы экономического развития в рамках комплексного плана, так и социальные. Это связано с вопросами повышения заработной платы и повышения пенсии. Те деньги, которые нам на самом деле мы определили межправкомиссии, и те, которые заемные средства, которые мы уже начали финансировать наши проекты, и которые мы сейчас договариваемся дополнительно еще их получить, это достаточно серьезные деньги. И если взять, на мой взгляд, в Абхазии за все годы, так, в один год столько денег, в смысле, не поступало. Но это еще и большая ответственность. Эти деньги надо освоить и освоить качественно. Премьер-министр Артур Миквабе провел инспекционную поездку по ряду объектов в республике. В частности, он посетил Сухумский стадион «Динамо», где уже в мае будет проходить чемпионат мира под эгидой КОНИФА. Артур Миквабе оценил ход ремонтных работ на стадионе, а также проверил качество футбольного поля. Удалось ли главе правительства забить мяч, расскажет Нисфа Аршба. Почти месяц назад госкомпания «Абхазавтодор» приступила к реконструкции дорожного полотна в направлении Сухума-Чамчира. Сегодня работы идут в районе села Мачара, куда и приехал премьер-министр Артур Миквабе. Главная цель – не только посмотреть на проводимые работы, но и обсудить со специалистами качество их проведения. За качество кто осуществляет контроль? Заключены договора с кем-нибудь? Конечно, технадзор. Кто? Цвижба Виталий Родионович. А где он? Я что-то не видел, чтобы он приехал здесь, мерил, что ли? Нет. Это мы здесь постоянно каждый день. Какие-то документы? Журналы ведутся. Качество самого асфальта? Шикарно. Есть лабораторные. Все лабораторные. Где ваша Одна лаборатория, вторая в Ну, в частности, вот по этому объекту лаборатория в Гудаут. Асфальт привозят с Багмарана. Ежедневно сотрудники лаборатории проверяют его качество. Пока нареканий нет, говорят специалисты. Единственный вопрос к самому процессу укладки. Глава госкомпании «Абхазавтодор» Борис Ачба внес предложение по изменению процесса укладки асфальта. Речь идет о фрезеровке. Мы сейчас вот ИУК сюда пригласили. Почему? Визуально все посмотрели. Сейчас примем какое-то решение. Прилетит субподрядчик сейчас, он в Москве сегодня прилетает. Будем обсуждать. Мы все-таки хотим пойти на фрезерование, снятие старого слоя, не выходя из сметной стоимости. Есть такая технологическая необходимость? Есть вот эти вот ошибки, которые у нас там. Это все повторение профиля старой дороги. Поэтому, когда мы уберем, мы и профили продольные, поперечные дороги исправляются. На капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 48 километров государство выделило 380 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены в конце осени текущего года. Однако строители обещают справиться с работой и раньше, если позволят погодные условия. На самом деле то, что работы ведутся, начаты, это все нормально. Естественно, если позволит погода, то темпы надо увеличить значительно. И второе, по качеству работ заключены договора, но хотелось бы, чтобы качество работ обязательно более тщательно проверялось. Это и размеры, само качество асфальта, и как укладывается. Тут много, тут есть ГОСТы определенные. Вообще, если мы сейчас это все с вами хорошо сделаем, точно она будет, эта дорога будет прослужить нам значительно больше по времени. К чему еще здесь не приступили, и я сказал, проект до конца не сделан, это освещение.
И обязательно, я сказал, быстрее заканчивайте. Там сроки определены, и мы начнем монтировать опоры для освещения. В целом делают нормально, но я немножко недоволен темпами. Хочу, чтобы они увеличили. Следующий объект посещения – Сухумский стадион «Динамо». Артур Миквабе в сопровождении главы Абхазстроя Игоря Казанба пообщался со строителями и осмотрел места ремонтная работ. Строительная часть 1 мая будет готова. Это вы имеете в виду все? Телевидение, табло, звук, чтобы все опробовать, все, как говорят, прокатать, чтобы оно все функционировало. Приятно слышать. Но вы же понимаете, вы сейчас работаете как саперы, да? Ошибаться не имеете права. Ну, если мы не сделаем, мы подведем всю нашу страну. Да. Уже в мае здесь, на этом стадионе, наша страна будет принимать чемпионат мира Канифа. И для того, чтобы столь важное спортивное событие прошло на должном уровне, необходимо устранить ряд дефектов. На эти цели государство выделило более 7 миллионов рублей. Проходя по полю стадиона «Динамо», глава правительства не удержался от соблазна забить гол. На воротах встал Игорь Казанба, но шанса поймать мяч Артур Миквабе ему не дал. 30 апреля московское правительство хочет играть с нашим правительством. Будете играть? Будем. Я вообще на этом стадионе, можно сказать, вырос. Ну, не на этом имеется в виду, на старом. Ну, как и все мальчишки, увлекался. А потом я играл в Сухумском «Динамо» тоже. Единственное, что меня немножко не очень нравится, это искусственное поле. Может, я не привык, может, я из того времени. Остальное надо его доделать. Жаль, что он не был доделан, не приходится его доделывать. Но успеем до чемпионата? Да. Устранением дефектов на стадионе будут заниматься еще месяц. В начале мая здесь проведут несколько товарищеских игр местные команды. И тогда станет понятно, насколько с поставленной задачей справились строители. Я уже говорил о том, что еще меня как примера смущает то, что если мы 2 раза платим за то же самое, вот это меня смущает. Ну, это, естественно, занимаются правоохранительные органы, они дадут оценку, которая есть. Я не занимаюсь. Мой вопрос подготовить. Но говорят, что ЮСК тоже здесь что-то делает, связанное с этими, с таблом, там еще с электричеством и так далее. Ну, хорошо. Главное, чемпионат будет. Стадион на Учхозе почти готов к чемпионату. Здесь необходимо привести в порядок само искусственное покрытие. Аппарат для этого уже заказан и в ближайшие дни будет доставлен в Абхазию. Машинка, проходя, она поднимает крошку. Здесь вот такой слой крошки пластика. Моет ее, обратно высыпает и мусор весь удаляет. И волокна травы должны стоять вертикально. Они сейчас, видите, придавлены. Там она за счет температуры их опять восстанавливает. Заказали машину, о которой... Итальянская фирма Ferrari, да. Дорогостоящая. Ну, машина мы ее назвали, потому что она похожа на машину. На самом деле это тот агрегат, который обрабатывает вот такие искусственные поля, чтобы они не изнашивались быстро, а наоборот, чтобы они служили долго. Здесь детишки играют. Очень хорошо. Следующую инспекционную поездку премьер-министр планирует уже на новой неделе. Под пристальным вниманием Артура Миквабе окажется Гагарский район. Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. В Сухуми на территории Синопского пляжа прошел субботник. В нем приняли участие кандидаты в депутаты и действующие народные избранники. Более 10 кандидатов вместе со своей командой убирали мусор, скопившийся за зиму. Субботник состоялся по инициативе Сухумского городского собрания. Вывести мусор помогли коммунальные службы администрации города. Мы хотели, во-первых, это для чистоты города, чтобы почистить Синопский пляж, на общегородской мы его очень любим. И вторая идея, конечно, была очень важная. Я хотел, чтобы все кандидаты собрались. Нас обычно делят выборы, и потом начинается тот за того, тот за этого. Дабы этого всего в будущем, чтобы не допустить, хотели, чтобы все кандидаты собрались, чтобы общее дело нас всех объединило,
чтобы было создать чувство коллектива и в дальнейшем могли вместе работать, независимо, кто избрался и кто не избрался. В столице прошел ежегодный шахматный турнир Амшен Open, организованный армянской общиной города Сухум. В этом году количество участников достигло более 100 человек, что говорит о популярности турнира как среди новичков, так и гроссмейстеров. Соревнования будут проходить 2 дня. Имена победителей объявят 3 апреля. Это очень хорошо, что ребят становится все больше и больше. Я не думаю, что можно переоценить значение этих турниров, потому что для детей очень важно. Вы знаете, что здесь проводятся турниры и Аквафон, и Мобайл, проводятся турниры там во всех районах, вот, и в том числе и вот наш турнир. В воскресенье, 3 апреля, в Абхазии назначены выборы в органы местного самоуправления. Право голосования есть у каждого гражданина Абхазии, достигшего ко дню или в день выборов 18 лет. Если раньше глава администрации города или района назначался из числа депутатов органов местного самоуправления, то теперь региональные депутаты принимают непосредственное участие в выборах главы района, потому как именно им предлагается утверждать кандидатуру, предложенную президентом. При этом собрание имеет право поставить вопрос о досрочном отзыве главы органа местного самоуправления. Поэтому от выбора населения как никогда будет зависеть, кто возглавит их город или район. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До свидания.